Озябшая, закутанная в грубовязаную шерстяную шаль, учительница Инкамал-Апай рассказывала на уроке географии о Цейлоне, о том сказочном острове, что находится в океане близ берегов Индии. На школьной карте этот Цейлон выглядел каплей под выменем большой земли, а послушаешь, чего там только нет. И обезьяны, и слоны, и бананы, фрукты какие-то, и чай, самый лучший в мире, и всякие другие диковинные плоды, и невиданные растения. А самое завидное, жара там такая, что живи себе и круглый год в ус не дуй. Ни тебе сапог, ни шапки, ни портянок, ни шубы не нужно совсем, а дрова и вовсе ни к чему. А раз так, не надо ходить в поле за кураем, не надо таскать на себе, согнувшись, 3 погибели, тяжеленные вязанки хвороста домой. Вот где жизнь! Ходи себе, как ходится, грейся на солнце, а нет, прохлаждайся в тени. Днем и ночью на Цейлоне теплынь, благодать, лето за летом идет. Купайся себе, сколько влезет, хоть с утра и до вечера. Надоест? Ну, тогда птицы-верблюдов гоняй. Птицы-верблюды там водятся, непременно должны водиться. Где же им еще быть, этим огромным и глупым птицам? Умные птицы на Цейлоне? Пожалуйста, тоже есть. Попугай. Захочешь, поймаешь попугая, научишь его петь и смеяться, а заодно и танцевать. Говорят, есть попугаи, которые читать умеют. Кто-то из заильных сам видел на Джамбульском базаре читающего попугая. Газету поднесешь попугая, он и шпарит без запинки. Да чего только нет на Цейлоне, каких только чудес. Живи себе, ни о чем не думай. Главное при этом не попадаться на глаза баю, плантатору. Тот с кнутом ходит, цейлонцев по спине стегает, как гробов, угнетатель. Ха, да ему врезать в ухо так, чтобы в глазах засветилось, кнут отобрать, а самого заставить работать. И никаких поблажек эксплуататорам и другим разным капиталистам. Никаких разговоров. Работай сам за себя, и все. Известно от них ведь и фашисты происходят. Вот и война от того. Сколько уже людей воили, погибло на фронте. Мать каждый день плачет, не говорит ничего, а плачет, боится, что отца убьют. А соседке сказала, куда я, говорит, тогда с 4.